Ну, во-первых, конечно, отрадно то, что вот последние десятилетия большое внимание у нас в республике, но и в стране стали обращать внимание на здоровье человека. В связи с этим вот последние годы вводятся очень современные, с высокими технологиями центры, такие как кардиологический центр, такой как вот сейчас онкологический центр, где внедряются новые методы и диагностики, и лечения очень тяжелых больных. Тем более у нас в нашей республике в такой отдаленной наличие вот таких центров – это для населения огромная поддержка. И мы надеемся, что вот в последнее время стали много обращать и на подготовку кадров в связи с тем, что вот наш медицинский институт практически обеспечивает весь Северо-Восток медицинскими кадрами, врачами. Нам еще вот буквально со следующего года построят современный корпус медицинского института. И в этом институте мы надеемся, что будет еще современный виварий. Вот для медицины, для развития фундаментальных наук в медицине, вот наличие такого вивария будет иметь огромное значение, потому что фактически там будет развиваться и наука. Не просто практическое здравоохранение, но и наука. А у нас для этого уже есть достаточно и кадров, и молодежи, которые стремятся заниматься наукой. Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется «Семья». В ряде конкретных инициатив прямо сейчас и скажу. Первое. Российские регионы в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки семей с детьми. Я хочу прежде всего поблагодарить коллег за эту работу и предлагаю дополнительно помочь субъектам федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада. Вот в 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. Чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам. Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом. Кроме того, предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья, чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети. В числе приоритетов такой программы станет расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. А всего в ближайшие 6 лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более 1 триллиона рублей. Далее. За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку. Бросай пить, вставай на лыжи. Вот это тот самый случай. Момент такой настал. Кстати говоря, что касается питья, здесь у нас заметный хороший результат. Вот реально, без всякого экстремизма мы значительно снизили употребление алкоголя и прежде всего крепкого алкоголя. И это, безусловно, сказывается на здоровье нации. Предлагаю за счет федеральных ресурсов
Предлагаю за счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. Это и универсальные комплексы, и быстро возводимые площадки, где смогут заниматься и дети, и взрослые, и целые семьи. Дополнительно направим на эти цели за 6 лет порядка 65 миллиардов рублей из федерального бюджета. Условия для занятий спортом должны быть в вузах, колледжах, в школах и дошкольных учреждениях. Кстати, многие наши детские сады были открыты еще в советское время и нуждаются в обновлении. Со следующего года начнем программу их капитального ремонта. Люди постоянно об этом говорят. Что касается школ, то здесь капитального ремонта требует около 18,5 тысяч зданий. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонты школ уже в плановом режиме. То, что сделано до сих пор, показывает, что мы на правильном пути. В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 миллиардов рублей. Кроме того, предлагаю в предстоящие 6 лет обновить или открыть медицинские кабинеты в школах, где есть такая потребность. А такая потребность есть, потому что у нас сейчас в 22-23 годах из 39 тысяч школ, 39 440 школ у нас, медицинские кабинеты есть только в 65%. Есть над чем работать. И еще очень важная тема. Сегодня активно растут многие крупные города. При этом становится больше и нагрузка на социальную сферу. Увеличивается число школьников, которые учатся во вторую смену, а в некоторых школах вводится даже и третья смена. Безусловно, это проблема, которую тоже нужно решать в тех городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро. Но придется опять за счет федерального бюджета, за счет федеральных ресурсов решать эту задачу. Построим дополнительно в общей сложности не менее 150 школ и более 100 детских садов. Конечно, мы считаем, что вот эти такие высокие изменения и перспективные изменения, они связаны, конечно, с политикой, которая ведется и руководителями республики, главой нашей республики, а также, конечно, особым вниманием со стороны федеральных центров. И это, конечно, большая поддержка для нашей республики.